Assalomu alaykum, шеф. Вот, грузды балдар алып келишти. Посмотрев это видео, на первый взгляд можно поверить в то, что с Кумтора за границу готовилась партия для вывоза золота. Но невольно появляется вопрос, неужели вывести столь дорогой металл из нашей страны так просто? И кто вообще выложил это видео в социальные сети? Мы постарались выяснить реальные цели тех, кто пытается взбудоражить общественность вокруг этой темы. Также предоставим несколько фактов о том, что это видео фейковое. Еще малумат жоқ. А это сейчас отправляем. Давайте начнем с золотых слитков на видео. Что мы видим? В коробке находится большое количество якобы небольших золотых слитков. Но по какой-то причине стандартного определения этого золота не видно. Это первый факт, который заставляет усомниться в том, что на видео слитки чистого золота. Для справки, золотые слитки должны иметь специальную маркировку в соответствии с мировым стандартом. На них должен быть нанесен номер, который указывает о его происхождении. Именно по этой причине его и называют золотым слитком. Теперь посмотрим, какая информация нанесена на слитках золота, произведенных в Кыргызстане. Проба золота из золоторудного месторождения Кумтор указывается как 999,9. Это означает, что содержание золота в таком слитке составляет 99,99%, что гарантирует его максимальную чистоту. Соответственно, отличается и внешний вид драгоценного металла. Добытое в Кыргызстане золото сначала выплавливается, а затем отливается в форму, так сказать, литейным способом. В середине золота создается углубление, одна форма которого отличается от другой. Даже в этом случае золото из Кумтора выделяется среди остальных. Вернемся к видео. На нем слитки имеют неправильный оттенок и, как отмечают эксперты, натуральный цвет золота иной. Так что есть основания полагать, что драгоценный металл на этом видео был обработан на технике, которой в Кыргызстане нет. А то, что который на видео показывают, это обработанное золото. То есть, как бы для коллекционера или для каких целей, я не знаю, но выглядит очень красиво. Мы не можем позволить себе такую обработку золота. Да и вес слитков на видео не такой, как у обычного слитка золота. Например, один слиток весит от 11 до 13 килограммов. На видео показаны 4 коробки, полные золотых слитков. И написано, что в первой 29 золотых слитков, во второй 33 слитка, в третьей 32 и в четвертой 31 слиток. Тогда всего 125 золотых слитков. Если предположить, что каждый в среднем весит 12 килограммов, то это означает, что всего на видео примерно 1500 килограммов или 1,5 тонны золота. Возникает вопрос, будет ли так легко вывести такое количество золота из Кыргызстана. Конечно же, это невозможно. У нас золото продается, то есть Национальному банку, либо другим банкам, которые договор имеют с Кыргызалтыном. То есть без разрешения Национального банка и Кыргызалтына невозможно вывести. И каждое золото имеет свою отчетность. Каждый слиток имеет свою отчетность. Еще один факт. Информацию о том, сколько золота сейчас отливается на Кумторе, сколько подготовлено слитков, куда они доставляются и хранятся, можно отследить в онлайн-формате. Технологический процесс. Кстати, добытое на Кумторе золото самостоятельно невозможно продать кому-либо и куда-либо. По закону золото из Кумтора закупается кыргызским золотодобывающим предприятием «Кыргыз-Алтын» и далее продается Национальным банком. А теперь давайте поговорим о неизвестном гражданине, который якобы давал отчет брату президента о количестве слитков. А это сейчас отправляем. Человеку сложно на слух определить принадлежность голоса тому или иному лицу. Это могут сделать только профессиональные IT-специалисты. Из-за этого мы обратились к соответствующим экспертам и попытались выяснить, соответствует ли голос на видео лицу, которому, как нас уверяет, он принадлежит. Сіздерге түсініктірек болуш үчүн биз ошол аудиодорожканы сүрөтүн алып алдык. Бул деген өн топ.
На сегодняшний день имеется огромное количество программ, где можно изменить или наложить голос на видео. Например, на данное видео голос был однозначно наложен. Так как мы видим, что уровень децибела низкий, это говорит о том, что в этом видео имеется совсем другой звук, но сверху наложили и смонтировали другой, не настоящий голос. Анын толкундары могул деңгээлге чейин согуп турган. Эми могул жерден дароо эле ушул деңгээлде децибели, башкача айтканда, децибели чоңураак аудиодорожка төшөлгөнүн айтып турат да. Итак, голос был подложный, смонтированный, да и золотые слитки не из Кыргызстана. Хотя выпущено буквально через час после появления в социальных сетях этого видео в журналистском расследовании, Болот Темиров уверяет нас в обратном. Действительно, такой рейс 2 июля был. Частный самолет мальтийской авиакомпании вылетел из аэропорта Тамчи. Болот Темиров в своем материале сообщает, что якобы самолет с золотыми слитками направляется из аэропорта Тамчи на Кипр. Но подтверждающих фактов связи между этим видео и этим самолетом озвучено не было, что, собственно, является стандартной попыткой манипуляции сознанием общества. Омерзительная и откровенная ложь, предоставленная якобы фактчекером Болотом Темировым, должна уже окончательно сбросить с него маску правдоискателя. Это ничего не имеет общего с журналистикой. Это открытая и целенаправленная работа по разжиганию социальной розни, о чем и говорилось и прежде. Болот Темиров в корыстных целях смонтировал данное фейковое видео, приведя якобы достоверные факты. Что в итоге? Золото на видео не было разработано в Кыргызстане. Это доказывает даже его внешний вид. Звук был смонтирован. А цель тех, кто распространяет это фейковое видео, разжечь всеобщее негодование и негативно повлиять на репутацию нынешнего руководства страны. И это не первый раз, когда Болот Темиров и Асхат Осмонов предлагают нам принять за факты ложную информацию. Они и раньше распространяли фейки. И этот вброс опять стал их очередной лживой игрой. Рахат Батырбекова, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.